Я разрезаю воздух робким шагом, и под ногами ежится трава, и ветер тайно затихает рядом, пропитывая вечностью меня. Былое, далекое, загадочное, великое. Как нам суметь увидеть душой образы тех, кто создавал эти непревзойденные шедевры ювелирного искусства? Какими они были? Кубанцы, скифы, сарматы, аланы. Те, чьими потомками мечтает считать себя вся белая раса планеты, и творения рук которых украшают лучшие музеи мира. На обширных просторах Евразии, где в прошлом обитала боготворческая цивилизация древних ариев, скифов и алан, находят загадочные следы их пребывания – курганы, мегалитические сооружения и катакомбы. А каждый народ, населяющий эти земли сегодня, гордится своей причастностью к их величию. К благородным образам скифов, сарматов и алан обращаются художники разных национальностей, но по-настоящему прочувствовать их истинный дух дано было лишь генетическим потомкам скифов и алан – Махарбеку Туганову, Азамбеку Джанаеву и нашему современнику Славе Джанайте. Благодаря им словно спадает завеса времен, и перед нами оживают картины прошлого. Сквозь тысячелетия мы можем увидеть мужественных и благородных алан глазами их современников. Почти все аланы, пишет римский историк IV века Амиан Марцеллин, высоки ростом и красивы, с умеренно белокурыми волосами, все одинаково благородного происхождения. Они страшны сдержанно грозным взглядом своих очей и очень подвижны вследствие легкости вооружения. Хорошо знакомый с аланами епископ Мариньолли в XIV веке утверждал: род аланов является ныне величайшим и благороднейшим народом в мире, всех красивее и благороднее мужи их. Шапух Багратуни в IX веке писал: «Алания – страна, полная всяческих благ, есть в ней много золота и великолепных одеяний, благородных коней и стального оружия». В X веке арабский путешественник Масуди свидетельствовал, что аланский царь выступает в походах с 30 000 всадников, а царство Алан сильнее и крепче всех народов, которые живут вокруг него. Ну а теперь, низко поклонившись великой памяти легендарных алан, мы можем начать рассказ о земле, хранящей тайны их жизни. Из всего необъятного ареала расселения конгломерата народов, известных в мире под именами кубанцев, скифов, сарматов и алан, на территории современной Северной Осетии обнаружено несколько археологических памятников, являющихся свидетельством их жизни здесь. Один из них, открытый ровно 100 лет назад, Змейский катакомбный могильник, в районе которого в связи с расширением федеральной автотрассы в апреле текущего года начались спасательные работы, проводимые выигравшей тендер на проведение раскопок экспедицией археологов из Ростова. Катакомбный могильник оставлен населением средневекового аланского города, который в настоящее время известен под названием Верхний Джулат или Татартук. Это один из наиболее крупных, наиболее известных городов средневекового аланского царства. Могильник достаточно хорошо исследован. Известным в науке он стал после раскопок конца 50-х годов, когда здесь работала Северокавказская экспедиция под руководством Крупнова. Я представляю Институт истории и археологии, и мы начали здесь работу в 1981 года. После этого с некоторыми перерывами мы почти доработали до 2005 года, около 20 сезонов. Уникальный по сохранности и богатству Змейский катакомбный могильник дал обильный материал, который свидетельствует о стабильной жизни в городе, о многодотливом хозяйстве, о широких торговых связях населения этого города.
В некотором расстоянии от станицы Змейской автотрасса поворачивает вправо, огибая покрытые зеленью скалы и устремляясь вглубь Ильхотовских ворот. Отсюда и начинаются руины древнего города, преданного забвению 1000 лет назад. Когда-то на этой обширной плодородной долине между хребтом и Тереком располагался богатый и многолюдный аланский город, носящий имя Джулат, или на аланском языке Злат, что, возможно, означает Злеуат, то есть место обитания большого количества людей. Осетинский фольклор сохранил легенды с его упоминанием. До сих пор существует и женское имя Злат. А также из глубины веков до нас дошла старинная мелодия «Златырашухт» «Занзирах Касахт». Образно говоря, совершая путешествие в древнюю Аланию, мы предлагаем вам пройтись и проехать с нами в это путешествие в одно из загадочных мест, наиболее интересных мест, которые сохраняются до сих пор на территории Осетии и которые являются культовым, особо почитаемым местом на территории современной Осетии. Это Ильхотовская котловина, или как его в народе называют, Арджанарок, теснина Арга. Это место считается у народов Северного Кавказа и у осетин особо почитаемым местом. Святой Татартуб, который упоминается в нарских сказаниях, в сказании об Ацамазе, седоголовый, седобородый старик, который является покровителем этого места. Татартуб настолько сильно почитался в прошлом народов Северного Кавказа, что кровник, который вбегал на территорию этого городища, или этого места, или этой котловины, мог находиться в безопасности. Большое значение для открытия забытого города имело свидетельство турецкого путешественника XVII века Эвлия Челеби. Он проехал через Северный Кавказ и писал о Татартупе. Видны остатки древних зданий. На дверях сохранились надписи и даты. Когда смотришь на этот город с высоты, можно насчитать более 800 домов. Как видим, даже спустя 2 столетия после разгрома сохранялись руины этого некогда могучего города. Можно полагать, что в X-XIII веках он являлся местным экономическим и политическим центром. Первый раз город был разрушен монголами в 1238-39 годах, но вскоре после ухода основных монгольских сил население вернулось на родные пепелища. Джулат отстроился вновь и к концу XIII века, несмотря на владычество татаро-монголов, приобрел немалое значение в жизни Северного Кавказа. Конечно, татаро-монголы не случайно обратили внимание на Джулат. Основная причина была в том, что он являлся важным форпостом на Кавказе. Через теснину аргов Арджанарок пролегал путь в Закавказье. Утвердив свое господство над городом, татары стали насаждать здесь ислам. В это время в городе строятся 3 мечети с минаретами. На одной из них был сооружен Татартубский минарет. Это уникальное архитектурное сооружение высотой свыше 20 метров. Одновременно с мусульманскими мечетями в городе строились и христианские церкви. Остатки 3 церквей на Татартупе отмечали многие путешественники прошлого. Достоверно известно, что в X веке аланы приняли христианство посредством византийских миссионеров. Тем не менее интересно, что здесь этот могильник сохраняет обряд, который был свойственен аланам в предшествующее время. То есть они не перешли, обряд не поменяли, свой обряд, погребальный обряд не поменяли на христианские. Это свидетельствует о том, что хотя аланы считались христианами и сами себя считали христианами, тем не менее не сохранили свою традиционную культуру. Местность эта была священной во все века, и сейчас это считается почитаемым как культовое место.
ибо в этом месте еще путешественники в позднем Средневековье, в XVIII веке, зафиксировали и сообщают и описывают наличие в этом пространстве храмов. А так Гюльденштедт писал, что в местности онной стоят христианские храмы, внутри книги с греческими письменами, однако входить мне жители онных местностей не разрешили. Так как это имело стратегическое значение, то наравне с христианскими храмами там стояли и мечети средневековые, остатком которого являлся этот татартубский минарет. Наравне с мечетями, с храмами, там были осетинские святилища, то есть на небольшом участке земли мы можем наблюдать, как мирно и спокойно жили разные конфессии на этом участке, и каждый поклонялся и справлял свой религиозный культ. Даже в XIV веке, после монголо-татарского нашествия, говорит нам шериф Эд-Дин в истории Тимура, Джулат продолжал оставаться богатым и оживленным городом с многотысячным населением. Из того же источника известно, что под стенами города произошла знаменитая битва среднеазиатского эмира Тимура с ханом Золотой Орды Тахтамышем. В конце XIV века Тимур, пройдя через Дербентские ворота из Закавказья, вышел на Северный Кавказ. Тахтамыш с войском выступил ему навстречу. Тимур, переправившись через реку Сунжу, стал здесь лагерем, поджидая хана. 15 апреля 1395 года к Джулату подошел Тахтамыш. В тот же день началась битва, в которой Тахтамыш был разбит и с остатками армии спасся бегством. Воины Тимура разграбили и сожгли Джулат. С тех пор, как населенный пункт, он прекратил свое существование. Сегодня мало что осталось от некогда обширного поселения, протянувшегося почти на 3,5 километра по возвышенности, северная оконечность которой была окружена мощными валами и рвами, видимыми и ныне. А ведь здесь жили тысячи людей, о чем свидетельствуют археологические раскопки, позволившие восстановить подлинную историю Джулата. В часто встречающихся при раскопках земляных ямах, служивших погребами, жители хранили мясо, зерно. Раскопки показывают, что это был не город-воин, а город-труженик. Здесь жили мастера-ремесленники, чьи изделия, в первую очередь гончарные, составляющие большинство находок, и сегодня вызывают неподдельное восхищение. Изящные, оригинальной формы, покрытые глазурью и украшенные орнаментами, всевозможные сосуды для питья, горлышки которых выполнены в виде птичьих голов. Огромные, до 1,5 метра высотой и более метра в диаметре, емкости, так называемые карасы, для хранения воды, вина, зерна. Они были найдены над городом, где предположительно мог располагаться воинский гарнизон, охранявший город. Эти изделия реконструировал осетинский этнограф Эльбрус Кантемиров. Население древнего аланского города также активно торговало с соседями и тогдашней заграницей, так как найдены и фрагменты греческих амфор. По предположению специалистов экспедиции вырисовываются контуры торгового обмена с поселением на побережье Черного моря. То, что в детских погребениях встречаются красно-глиняные сосуды, а в женских – парадные украшения, бусы и всевозможные подвески, говорит о том, что в XIII-XIV веках обряд перехода в иной мир у здешнего населения еще был торжественным. Имеются и свидетельства тризны, посвященной поминовению умерших. За время раскопок найдено около 1000 катакомб. Здесь сохранились семейные склепы, находят через столетия седла, колчаны со стрелами, деревянные и костяные гребни и даже китайские ткани до монгольского периода с превосходно сохранившимися узорами. Бесспорно и то, что жители местности занимались литейным производством, и вся посуда является местной продукцией. Изготовлялись изделия из металла, бронзы, разводился крупный и мелкий рогатый скот, были мастера прядения и ткачества. В целом, процветающий город предстает перед нами во всем великолепии своего искусства. Красота, как принцип жизни и искусства, присутствовал у кубанцев, алан, осетин всегда,
Красота воспринималась ими как один из путей познания истины. Представления о сокровенной красоте и сокровенной истине открывались им в акте творчества. К сожалению, картина дня сегодняшнего разочарует многих. О былом величии здесь уже ничего не напоминает. Лишь где-то в бурьяне, в разросшихся кустах шиповника можно отыскать остатки фундамента древнего города и фрагменты стен, выложенных из кирпича кремово-розового цвета. Но когда берешь в руки джулатский кирпич, он будто хочет передать тебе так долго хранимую им тайну и словно переносит тебя вглубь столетий, и какая-то неведомая сила, вложенная древними мастерами в это изделие, наполняет тебя осознанием прошлого. Это ворота Осетии, куда человек въезжает, и начинается знакомство с Осетией. Это именно с джулатского городища. Город Верхний Джулат. Еще в 18 веке стояли стены города, были храмы. Однако же первопоселенцы, которые поселились там, разбирали стены города, разбирали такое-то сооружение. И на сегодняшний день место это пустело. Погас огонь и свет татартубского минарета, и сейчас это представляет зарастающий холм деревьями, кустарниками. И хочется сказать, что это место должно быть возрождено. Раскопки сейчас ведутся на самых больших площадях за всю историю изучения местности. Предполагается охватить 10 тысяч квадратных метров. В целом, можно сказать, что разнообразные археологические памятники станицы Змейской охватывают период протяженностью более 2 тысячелетий и проливают свет на историю Осетии, начиная с 1-го тысячелетия до нашей эры до середины 2-го тысячелетия нашей эры. Их исследование остается важной и актуальной задачей. Помимо верхнеджулатского городища X-XIII веков обнаружен катакомбный могильник того же периода, а также более раннее аланское поселение первых веков нашей эры с прилегающим могильником и древнее поселение кубанского периода без могильника. По словам Баграта Техова, кубанская культура остается по сей день одной из наиболее ярких и богатых культур древнейшей истории всего Кавказского региона, а осетинский народ – продолжатель традиций создателей кубанской бронзы, их наследник, преемник и продолжатель их духовно-культурной и языковой традиции. Работы ведутся специалистами археологического общества Кубани из Ростова-на-Дону под расширение автомобильной трассы М-29. Помимо Змейского могильника на той же самой территории поселение первых веков нашей эры. Поселение располагалось выше, на холмах, на террасах Кабардинского хребта. И здесь, в низине, буквально в пойме Терека, мы обнаружили хозяйственную округу этого поселения. Мы обнаружили, если выразиться точнее, всего его посад. Было найдено большое количество хозяйственных ям, которые когда-то использовались для хранения зерна и других продуктов. В слой поселения, в слой первых веков нашей эры, впоследствии, спустя 1000 лет, уже в 13-14 веках нашей эры, были впущены погребения жителей уже другого поселения, средневекового змейского поселения. Эти погребения дают на сегодняшний день наиболее интересный и многочисленный материал. Материал это такой, как сосуды в ногах, в основном детских погребений, различные украшения, бусы. Могильник относится к X-XII векам нашей эры и считается, что был оставлен аланами, которые до
того момента и буквально с момента выделения из сарматского конгломерата племен сохраняют свою культуру, сохраняют свои верования, обряд погребения. Ростовская экспедиция работает в составе подрядной организации, где постоянно находится около 50 человек. А нам хочется верить, что все найденные ими артефакты станут достоянием музеев Северной Осетии и позволят наглядно проследить историю нашего края с древнейших времен, заселенного предками осетин, аланами и кубанцами, являющимися одними из самых загадочных и великих народов мира. Хочется обратиться и тем жителям, которые живут в окрестностях Джулата, населению современному, молодежи. Не совершайте там противоправных действий в каком плане. Не надо его распахивать, не надо искать миноискателям там сокровища, не надо тревожить могилы великих предков наших, которые создавали эту цивилизацию, потому что это общенародное достояние, и должно сохраняться это все для будущих поколений. Не случайно в нардском эпосе Джулат фигурирует. И когда Шердон делает скачки в честь своего отца Гатага, это он совершает именно на территории Джулата. То есть значимость Джулата на Северном Кавказе для истории Осетии очень большая. Его надо сохранить, возродить и использовать в настоящее время для блага же общества, молодежи, гостей, туризма. А на месте Джулата, погребенного под тысячелетним слоем не только земли, но прежде всего нашего забвения, необходимо установить щит со словами: «Остановись, путник, поклонись этой земле. Здесь покоятся руины древнего аланского города. Возможно, он доверит тебе свою тайну».